Кизифле, Эштирсим, Хакла, Ханазем. Добрый день, дорогие друзья! Он сегодня по-настоящему добрый и вдвойне торжественный, потому что две замечательные даты – Дни российской и чувашской печати – собрали нас в этом зале. Этот день и этот праздник исторически важный и многозначительный для каждого из нас. Только задумайтесь, в этом году чувашской журналистике 110 лет. 110 лет – это возраст. Это большой путь, это заслуги, достижения, опыт людей, которые шли сегодня по красной дорожке. Да, 110 лет – это возраст, но, насколько я могу судить, этот возраст нас с вами нисколько не тяготит, а только вдохновляет, правда? В таком случае еще раз с праздником, дорогие коллеги! Журналистика – живое, каждую секунду меняющееся явление. Несмотря на свой солидный возраст, наша с вами профессия всегда молодая, мобильная, динамично развивающаяся и, по-хорошему, амбициозная. Именно в такой солидный юбилей будет интересно взглянуть на давно знакомые вещи глазами юных журналистов, услышать их голоса и их мнение. Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск программы «Перевертыша» Айкел Буксер. В студии Никита и Данила Васильевы. Главная новость этих минут. В Чувашской государственной филармонии начался большой праздник, посвященный Дню российской и Дню чувашской печати. В зале собрался весь свет чувашской журналистики. Но что же такое журналистика и кто такие журналисты? Чтобы ответить на эти вопросы, наш корреспондент Даня Сергеев провел эксклюзивное расследование. Журналистское расследование о журналистах. Неплохой каламбурчик. Я нахожусь на национальном телевидении Чувашии. У меня есть харизма, микрофон и куча вопросов. Что ж, пожалуй, начнем. Здравствуйте. Скажите, а чем журналист отличается от обычного человека? Такое ощущение, как будто журналист ничего не знает и все пытается узнать. Он везде сует свой нос, а самое главное, он хочет рассказать новость первым. Как известно, рабочий инструмент хирурга – это скальпель. А журналиста тогда что? Слово, я думаю. Ну и светлая голова. А можно это слово как-нибудь потрогать, в руках хотя бы подержать? О, ну конечно, у меня здесь полно всего. И это вот пока я здесь работаю. Ух ты! А почерк-то у журналиста как у врача. Ничего не понятно. Главное, чтобы мне понятно было. Говорят, что переступая порог. Девушка, а вы свадьбы и корпоративы ведете? Ну, конечно, нет, я журналист. Эх, жаль, просто у брата свадьба скоро намечается. Он готов был 25 тысяч заплатить. Дань, погоди. Так. Скажите, а если на Чебоксарин будет прилетать метеорит, вы будете прятаться в бомбоубежище или будете сюжет про него снимать? Сейчас бомбоубежище снимать буду. А если это случится ночью? Я себе телефоном подсвечу и сниму. А вы всех разбудите. Ничего, когда прилетает метеорит, спать не стоит. А правда говорят, что у ведущих новостей только сверху пиджак, а внизу тапочки? Ну, настоящий журналист – человек закаленный. Мы вот работаем босиком. Все, эфир начинается. Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чувашии, информационная программа «Республика». И тут-то наш паргалочка. А что сложнее, нажимать на педаль газа или на педаль суфлера? Не знаю, у меня нет машины. Существуют журналисты без машины? Ой. Скажите, а обязательно, чтобы у журналиста была хорошая дикция? У телевизионного журналиста обязательно должна быть хорошая дикция. А сколько дублей потребуется, чтобы сказать такую скороговорку? Интервьюера, интервента интервьюировал, так и не выинтервьюировал. Ой, я считаю, что дублей должно быть очень много, наверное. А можете повторить? Нет, не могу. Интервьюера, интервента, интервьюировал, да, и не выинтервьюировал, не смог. А
правда говорят, что вы, журналисты, питаетесь чем попало, урывками? Бывает, конечно. Ты что за нас переживаешь так сильно? Ну, есть немного. Не переживай, у нас запасы имеются. Хочешь огурчик? Ну что, не буду вас объедать. У вас такая нервная работа. Какой? Журналистов называют четвертой властью. А вы чувствуете эту власть над простыми людьми? А как же? Вот скажу сегодня в эфире, что соль подорожает, и ты мигом всю соль в округе скупишь. На меня это не действует. Конечно, журналистом быть это круто. Наша сова заставляет думать, грустить, смеяться. Наша профессия одна из самых важных. Данила Сергеев, Андрей Шоглев, Андрей Спиридонов. Специально для всех журналистов. Итак, журналистика – это очень интересно и увлекательно. А День печати – это праздник для всех. Кто пишет, печатает, рассказывает, передает. А еще кто читает, слушает и смотрит. Именно такие люди сейчас в зале. Мэтры, корифеи, виртуозы, мастера своего дела. Мы приветствуем вас и поздравляем с праздником! Именно такие люди сегодня ведут это торжество. Тележурналист Владимир Тимофеев, ведущая программы «Вести Чебоксары» Надежда Давыдова, ведущий программ службы радиовещания ГТРК Чувашии Олег Авельев, ведущая национального телевидения Чувашии Юлия Важеина. Коллеги, а что такое журналистика, по вашему мнению? Это образ жизни, романтика, ну и тяжелейший труд, по-моему. Если честно, чем больше я занимаюсь, тем меньше могу объяснить. Это не профессия, это диагноз, это способ сделать мир лучше. А я думаю, это голоса. Это хор голосов. Это голос каждого в этом зале. Это как хорошая песня. Мы ответили. Песня! Это здорово! Мы сейчас к вам выйдем. И снова здравствуйте! Мы привели с собой целый хор голосов. Уважаемые коллеги, разрешите послушать эту удивительную песню вместе с вами. Много сегодня звучит голосов, и каждый здесь нужен и слышен. Друзья, журналисты встречаются вновь, и хором историю пишем. Пойте с нами, пойте вместе. Пусть запомнится хором эфир. Вместе сложим мы добрую песню про тебя, про меня, поют Чебоксары мелодии сердца, чайки над Волгой взлетают, и все голоса вплетаются вниз под нами Чувашского края. Пойте с нами, пойте вместе, пусть запомнится хором эфир. Вместе сложим мы добрую песню про тебя, про меня, вместе сложим мы добрую песню про тебя, про меня, На сцене сводный хор Чебоксарской детской музыкальной школы номер 5, руководитель Александра Васильева. Ну что ж, друзья, как говорится, устами младенца глаголит истина.
А истинно высшая инстанция – это слово руководителя. Мы приглашаем на сцену министра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александра Степановича Иванова. Уважаемый Михаил Васильевич, уважаемые коллеги, друзья, многоуважаемые наши ветераны. Я рад приветствовать вас от всей души, поздравить с Днем российской и чувашской печати. Сегодня мы чествуем мастеров слова, тружеников пера, радио и телеэфира, печатников, всех тех, кто своим ежедневным добросовестным трудом держит нас в курсе событий, убеждает ценить прошлое, задуматься о настоящем и с уверенностью смотреть в будущее. Хизеп юлдашсем. Шак кунсинче ибир чуваш халахын тип хажачы хыбар тухма буштаранба шырбуны жул тулыне палдыват бар. Шак хажат чуваш журналистикине буштазаяна. Нумай сумла авторзем хыбарда пулдарулых шайынчи хыйн премеш удум зинядуна. Осылыға жевичление. Шел булинде паян гигун издательство журджа шымылмар тапхыр тюсер тереть. Хажатсен тиражы бичкленеть. Ширагансен шуче сахалдарах. Ша вғытрах кыжал хижул холдинг ерджузем боя хурза көткіз үдузене татса барасы булаганзене тавраса шанадып. Прошедший 2015 год стал для Чувашии весьма ярким на события. Достаточно назвать ряд мероприятий, таких как посещение республики председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, командный чемпионат Европы по легкой атлетике, выборы главы Чувашской Республики, выборы депутатов в местные органы самоуправления. Благодаря оперативной работе журналистов Чувашии мы узнавали о происшедшем из первых уст. Бытует мнение, что в наш век высоких технологий новые медиаресурсы постепенно вытесняют печатную прессу. Не буду отрицать, что интернет-издания пользуются сегодня большой популярностью у жителей республики, особенно молодежи. С каждым годом газетам все сложнее с ними конкурировать. Но при этом интерес к печатным изданиям в республике достаточно высок. Об этом говорят итоги подписной кампании на 2016 год. Многие наши районные издания, республиканские отдельные издания увеличили по сравнению с прошлым годом подписной тираж. Впервые 4 районные и городские газеты Чувашской Республики вошли в перечень социально значимых периодических печатных изданий, утвержденный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Это Ядринская газета Ишьялаве, Бурнарская Шиндерю-Жюля, Яльчикская Ильчкень, Новочебоксарская Грани. Главные редакторы Трилинская, Николаев, Алексеев и Колыванова. 3 печатных издания республики стали обладателями знака отличия «Золотой фонд прессы 2016» второй степени. Это газеты «Советская Чувашия», «АллатРские вести» и Бурнарская районная газета «Шиндерю-Жюли». Главные редакторы Васильев, Калашникова и Николаев. Издательский дом «Грани» стал лауреатом Всероссийского конкурса средств массовой информации «Спортивные регионы. Спортивная Россия». Главный редактор Колыванова, депутат Новочебоксарского городского собрания депутатов. Но не стоит остановиться на достигнутом. Впереди предстоит еще много работы, улучшение контента печатных изданий, повышение качества дизайна, освоение интернет-пространства. У средств массовой информации вашей большой потенциал, и мы должны использовать его на все 100%. Мы не имеем права забывать о том, что пресса является проводником между властью и обществом.
в наших силах помочь людям в решении проблем. Поэтому мы не должны избегать критических материалов, бояться говорить о тех или иных проблемах и проблемных ситуациях, организовать обсуждение поиска возможных путей решения. В этом залог успеха, ключ к доверию читателей, слушателей и зрителей. И, конечно, органов власти. Чем больше нас читают население, тем больше доверия органов власти. 2015 год был объявлен годом литературы в России и годом Константина Иванова в Чувашской республике. И, каждый из нас помнит, как важно повысить интерес людей к чтению и сохранить наше культурно-историческое наследие. Чувашским книжным издательством были выпущены поэма Константина Иванова «Нарспи» на чувашском и русском языках, в серии «Литературные памятники», антология чувашской литературы, произведения для детей и юношества, сборник «Чувашский рассказ для дети леса», сказки дедушки Кельбука. Хочу высказать слова благодарности всему коллективу Чувашского книжного издательства и его руководителю Комиссарову Валерию Петровичу. Востребованные и полиграфические организации республики. Высокий уровень качества продукции позволяет предприятиям республики быть конкурентоспособными на рынке полиграфических услуг. Около 80% заказов наши полиграфические предприятия получают из Москвы и других больших городов России. Уважаемые участники торжественного собрания, наверное, для журналиста нет понятия сезонности и горячей поры, так как каждая минута, любой день может выдать ту ситуацию, информация о котором мы с вами очень быстро и достоверно должны донести до населения, помочь сориентироваться в сложившейся ситуации. Этот год, 2016 год, год больших выборов. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и депутатов Государственного Совета Чувашской Республики. Любые выборы, как мы знаем, особенно выборы федеральные и республиканские, проходят в жесточайшей политической борьбе. Ведь количество мандатов ограничено, поэтому нам с вами надо быть очень сильными, не поддаваться сиюминутным соблазнам. Население сегодня республики ждет от нас достоверной, объективной и оперативной информации. И я уверен, что мы с вами этим вопросом справимся. Дорогие друзья, в этот праздничный день примите самые добрые, искренние слова благодарности за ваш труд. Желаю вам новых творческих успехов, уникальных проектов, неиссякаемой энергии и оптимизма. Счастья вам и вашим близким. Спасибо за внимание. Слово предоставляется главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Рыгон хизепле тусем, хакла ветеранзем, сире ращей, тогда чаваш пиджеджи куни аджибе, чундан жеререн саламладып, ырлых, пурныш, телей, ишре, пызык, щитнюзем сунадып. Добрый день, уважаемые журналисты, полиграфисты, издатели. Поздравляю вас с Днем российской и чувашской печати. Основоположник чувашской журналистики Николай Васильевич Никольский, хотя вы знаете, я еще раз хочу напомнить, еще 110 лет назад сказал: «Хажат торых ырра вренес щеденевал». Учиться бы добру благодаря газетам. Я считаю, что в 21 веке очень важно сохранить этот посыл. От профессионализма и ответственности, внутренней культуры и порядочности журналиста зависит
насколько объективно и оперативно будет доведена информация до наших жителей, читателей, слушателей, телезрителей. Какое мнение у них будет сформировано о событии или об отдельной личности. А это, в свою очередь, имеет огромное значение для сохранения общественно-политической стабильности, обстановки в регионе и в целом в стране. Вы знаете, что мировая обстановка, она непростая, новые вызовы, новые требования, новые течения. И от нашей совместной деятельности очень много зависит, насколько вот эта стабильная общественно-политическая ситуация будет сохранена в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Дорогие друзья, журналистика для вас всех стала не просто профессией, а образом жизни. Вы практически в круглосуточном режиме работаете, творите, пишете, подготавливаете разные сюжеты с одной единственной целью, чтобы объективная вот эта искренне исходящая информация доходила до общественности, и органы власти, получая ту или иную информацию через разные источники, которые на сегодняшний день есть в нашей реальной жизни, мы, имея обратную связь, конечно, используем те или иные материалы для принятия уже управленческих решений, для совершенства законодательства на благо жителей Чувашской Республики. Я благодарен вам за вашу целеустремленность, принципиальность и честность. В республике осуществляется открытая информационная политика, налажен конструктивный диалог между властью и обществом, обратная связь с населением позволяет органам государственной власти и органам местного самоуправления принимать своевременные решения во благо жителей Чувашии по разным отраслям, по разным вопросам, которые волнуют жителей, наших ветеранов, наших тружеников в тех или иных отраслях. Я в этом году объявил, вы знаете, годом человека труда. Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2016 год годом российского кино. И для вас практически созданы дополнительные возможности и стимулы, чтобы вы, как отдельные личности и как отдельные трудовые коллективы, творили, выдавали полезный продукт и для молодых читателей, и для наших дорогих ветеранов, которые жили, воспитывали советский период времени и оставили нам свой соответствующий потенциал для дальнейшего развития и экономики, и для развития, социально-экономического развития нашей любимой Чувашской Республики. Мы сейчас пообщались с молодыми журналистами, пообщались с школьниками, которые на самом деле в перспективе, это их право, они выбирают профессию журналиста. Конечно, там разные другие специальности, и я рассчитываю на молодое поколение, что с учетом проводимых наших вот таких торжественных мероприятий, с учетом постановки задач, с учетом новых требований и вызовов, они состоятся настоящие профессиональные журналисты, они умеют общаться, они умеют и знают лучше использовать информационные технологии. И практически журналисты Чувашской Республики на федеральном уровне, рассчитываю на вас, будут представлены достойно. Самое главное, я считал и считаю, и наша, как бы сказать, победа и результат совместной деятельности, чего мы достигли. Мы много говорили, я еще раз это хочу подчеркнуть, и Александр Щепан в своем выступлении сказал, в обществе Чувашской Республики модно стало рожать детей. 4 года подряд положительная демографическая ситуация. Вы освещаете вопросы семейных ценностей. Вы освещаете вопросы, как нужно любить друг друга, как нужно любить нашу землю, как нужно быть настоящим патриотом своей любимой России. Вот эти вещи, с одной стороны, может быть, они и неокупаемые. Мы живем в рыночной экономике. Кто-то, может быть, концы с концами не сводит.
мы со стороны бюджета выделяли деньги и будем выделять и на книгоиздания, и на детскую литературу, ряду других направлений. Понятно, все это публично, все это открыто, проводим соответствующие конкурсы, но в то же время вот эти ключевые вопросы, о чем я сейчас сказал, конечно, надо бы нам больше освещать с одной единственной целью, чтобы уклад чувашского народа не был потерян, и патриотизм нашего российского народа тоже не был потерян. Последние события, которые происходили в Российской Федерации, нас сплачивают. Мы становимся крепче, несмотря на те сложности. И год 2016, вы ощущаете, будет непростым и в экономике, и в реальной жизни. Честно, надо признаться, доходы у населения в динамике выросли не так, как было это в 2012, 2013, 2014 годах. Об этом мы тоже открыто говорим. И доходы в 2016 году в динамике, они не будут на тех же уровнях, которые были вот до 2015 года. Но с другой стороны, те предприниматели, та позитивная оценка журналистов и всех нас совместной деятельности дает возможность людям посмотреть на себя, оценить комплексно ситуацию в семье, да и каждый в отдельности, где бы он ни трудился. И в конечном счете они находят варианты решения и разрешения. Вроде бы, вот иной раз думаешь, как нужно разрешить вопрос, и нет вариантов. Раз там щелчок в мозгах, где-то что-то почитали, где-то что-то услышали, видели на экранах телевизоров или через интернет получили соответствующую информацию, и у них в мыслях появляются новые идеи, новые проекты, и эти проекты реализовываются в реальной экономике, в реальной практике. И это очень здорово. И я говорил, в свой предвыборный период мы открывали производство и будем открывать. Мы создавали рабочие места вместе с вами и будем создавать. И тот домостроительный комбинат, который мы заложили буквально в прошлом году, к Дню Республики мы в этом году обязательно откроем, и будет создан там 700 высокопроизводительных рабочих мест. И так вот пошагово, поэтапно будем двигаться. Задача наша, конечно, об этом нужно говорить, делать практически хорошие, красивые сюжеты, показывать настоящих тружеников труда, которые делают соответствующий подвиг, которые совершают героизм, потому что результаты их работы дают позитив, результаты их работы, их личные примеры дают нам соответствующее вдохновение. Касаясь национального рейтинга, делового климата, инновационного развития, бюджета для граждан, мы практически в числе 10 лучших регионов Российской Федерации. И сегодня есть на федеральном уровне соответствующие оценки. Поэтому благодарен вам всем за эту объективную созидательную работу. Низкий вам поклон. Хочется пожелать всем вам творческих успехов, мира, согласия, дружбы и дальнейших побед в вашей нелегкой, ответственной работе. С праздником вас еще раз. Спасибо. Успехи и развитие любой отрасли или коллектива во многом определяются результатами труда конкретных людей, труд которых по достоинству оценивается руководством. В нашей программе наступает торжественный момент – вручение государственных наград. Указом главы Чувашской Республики за заслуги в области печати почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Галкину Николаю Александровичу, заведующему лабораторией отдела информатизации Чебоксарского политехнического института, филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московский государственный машиностроительный университет в городе Чебоксары. Николай Александрович, просьба остаться на сцене.
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Спиридонову Андрею Альбертовичу, начальнику службы телеоператоров Автономного учреждения Чувашской Республики, Национальная телерадиокомпания Чувашии, Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Республики. Распоряжением главы Чувашской Республики за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу благодарность объявлена Карлину Александру Федоровичу, ответственному секретарю Автономного учреждения Чувашской Республики, редакции Яльчикской районной газеты «Ельчик-Ень», Яльчикский край. Перову Ивану Николаевичу, внештатному корреспонденту службы радиовещания филиала Федерального государственного унитарного предприятия Всероссийская государственная телевизионная радиовещательная компания ГТРК Чувашия. Распоряжением главы Чувашской Республики за многолетнюю добросовестную работу в области печати благодарность объявлена Ивановой Розе Николаевне, менеджеру по взаимодействию с клиентами коммерческого отдела общества с ограниченной ответственностью «Пресс-Марк». Ну и сейчас под ваши аплодисменты общая фотография. Пожалуйста, дорогие друзья, на память. Поздравляем! Уважаемый Михаил Васильевич, мы благодарим вас за добрые слова и высокую оценку работы наших коллег. Ну, а мы продолжаем торжественную церемонию награждения. За значительный вклад в развитие сферы средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня российской печати и Дня чувашской печати, почетной грамотой Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики награждается Александрова Татьяна Леонидовна, редактор отдела Автономного учреждения Чувашской Республики, редакция Шумерлинской газеты «Вперед!». Награждается Алексеева Евгения Александровна, старший корреспондент редакции газеты «Советская Чуваша», акционерного общества «Газета Советская Чуваша». Андреев Валерьян Витальевич, инженер-программист автономного учреждения «Городская газета. Чебоксарские новости». На сцену приглашается Андрюшина Алина Петровна, начальник печатного цеха акционерного общества «Издательско-полиграфический комплекс Чуваша». Мы с удовольствием приглашаем на эту сцену Гайнулину Лейсан Синатуловну, оператора электронного набора и верстки автономного учреждения Чувашской Республики, редакция Комсомольской районной газеты «Качал-Ен», Кошелевский край. Почетной грамотой награждается Егорова Наталья Александровна, специальный корреспондент службы информационных программ телевидения филиала Федерального государственного унитарного предприятия Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания ГТРК Чуваша.
Почетной грамотой также награждается Иванова Зинаида Николаевна, машинист швейных машин и агрегатов акционерного общества «Издательско-полиграфический комплекс Чувашия». Под ваши аплодисменты на сцену приглашается Казакова Елена Петровна, старший корректор Государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашское книжное издательство». Мы приглашаем на эту сцену Романову Ольгу Николаевну, оператора электронного набора и верстки автономного учреждения Чувашской Республики «Издательский дом Хыбар». Также почетной грамотой награждается Семенова Оксана Валерьевна, редактор по рекламе автономного учреждения Чувашской Республики, редакция Вурнарской районной газеты «Шендерю Щуля». Путь победы! За значительный вклад в развитие сферы связи, телекоммуникации и информатизации, многолетний добросовестный труд, почетной грамотой Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики награждается Кущак Анжелика Николаевна, главный специалист-эксперт отдела внедрения информационных технологий Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. В 2015 году Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики выступило организатором 2 конкурсов среди средств массовой информации. Это пока общее фотографирование. Ваши аплодисменты. Поздравляем. Спасибо нашим коллегам. Ну а мы продолжаем. Итак, были проведены 2 конкурса на лучшее освещение темы противодействия коррупции и на лучшее освещение темы противодействия идеологии терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений и развития толерантности Чувашия против террора. Конечно же, задача таких конкурсов – это укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия на территории нашей республики, формирование общественного неприятия к такому преступному явлению, как коррупция, которая, конечно же, разрушает гражданское общество. Итак, дипломом победителя республиканского конкурса «Чувашия против террора» награждаются автономное учреждение Чувашской Республики, редакция Батыревской районной газеты «Авангард». На сцену приглашается главный редактор Нина Васильевна Мазякова. Победителем конкурса также становится автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии». Мы приглашаем на сцену продюсера национального телевидения Чувашии Надежду Анатольевну Яковлеву. Дипломом победителя конкурса среди журналистов на лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией в 2015 году и ценным призом награждаются Коновалов Николай Дмитриевич, редактор отдела журналистских расследований автономного учреждения Чувашской Республики «Издательский дом Хыбар». Смагина Людмила Александровна, обозреватель по правовым проблемам акционерного общества «Газета Советская Чувашия». Также дипломом награждается Ковалев Дмитрий Сергеевич, комментатор телевидения автономного учреждения Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашия».
Ну что ж, уважаемый Александр Степанович, мы благодарим вас и приглашаем занять почетное место. Вам слово. Буквально до слова. Дорогие друзья, на самом деле в этом году, вернее, в 2015 году провели ряд конкурсов. Они новые еще будут, поэтому я обращаюсь к нашим печатным средствам массовой информации, радиотелекомпаниям. Принимайте во всех проектах участие. Сегодня все организации, которые вместе работаем, они поддерживают. Поэтому и сувениры, и призы, и награды достойные. А впереди еще больше. С праздником! Всего доброго! Спасибо. Друзья, много приветственных слов прозвучит еще сегодня. И, конечно же, слова благодарности и признательности адресованы всем сидящим в зале. Давайте поаплодируем друг другу. Но все-таки особенные аплодисменты сегодня газете «Хыбар». Потому что именно с ее первого выпуска 21 января 1906 года берет начало праздник чувашской журналистики. А еще в 1908 году молодой 17-летний чувашский поэт Константин Иванов завершает свою поэму «Нарспи». В прошлом году было организовано широкое освещение в СМИ года литературы в России и года Константина Иванова в Чувашии. Вышло более 1000 материалов. А большой проект «Читаем Нарспи» объединил 120 чтецов из 29 стран мира. Один и тот же отрывок, обращу ваше внимание, был прочитан на 20 языках мира. Ну что ж, на нашей сцене отрывок из легендарного мюзикла этого великого произведения. Саркерзем, я распил лечи верзем, Саракерзем, и горой ми пидесем, Саркерзем, я распил лечи верзем, Саракерзем, и горой ми пидесем. Yigizem baya baya, yigizem baya baya, bigizem baya baya, bigizem baya baya, yigizem baya baya, yigizem ayder baya, bigizem baya baya, yigizem ayder baya. Çebe çebe şerşizem, şapayınca bayizem, birin yanık yerezenin olak şerde bayizem, ayra bayi. Şerim içince çöpçebar, burge şerşi yerbizem, baya var bir tapka karda kerebe gaççe yerbizem. Şerim içince çöpçebar, burge şerşi yerbizem, baya var bir tapka karda kerebe gaççe yerbizem. Şakma yara şitmeleker, şakma yara şitmeleker, şitmelekte sarayker, şitmelekte sarayker. Şakma yara şitmeleker, şakma yara şitmeleker, şitmelekte matkuryaş, şitmelekte matkuryaş.
Ман юрадас килечундан чун савны тузама иреклен собайлан ян радар юраду юри кашнилинчеринче юраду бала шалберзем шунаш берберне курашты йол кулаш юраду бала черезем табаш берберин батне турданаш. Юраду бала шалдырзем шунаш берберне курашты йол кулаш юраду бала черезем табаш берберин батне турданаш юраду бала шалдырзем шунаш берберне курашты йол кулаш юраду бала черезем табаш берберин батне турданаш. Ну а мы продолжаем наш праздник и продолжаем поздравлять вас, уважаемые коллеги. Слово для поздравления предоставляется председателю Комитета Государственного совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам Петру Степановичу Краснову. Хизеп Юлдарсем, Ира Синамарзем, пидеть издательство полиграфии системе де Ишлегень, Калаплаган, Нумай, Вай, Хураган, Кунда Пустарна, Эстензем, Тада Вирамах, Нумай, Зулгуши, Вайгуна, Ветеранзем. Добрый день, дорогие друзья. С самого начала хочу сказать слова благодарности тем, кто это торжество сегодняшнее организовал. Потому что я помню, как это проходило 10 лет назад, 20 лет назад, даже 30 лет назад. Ну, вот такого, искренне говорю, такого ощущения праздника, хорошей организации, хорошей постановки, хорошего оформления, ну, я, честно говоря, вот не помню. Пусть не обижаются на мои слова, но на самом деле вот такое ощущение праздник есть. И это здорово, это значит, все-таки мы живы, это все-таки, значит, мы способны это делать. И глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев всегда призывал и призывает, что надо ставить амбициозные задачи и пытаться их решать. А если мы вместе, если мы солидарны, а журналистская среда, вот на мой взгляд, журналистская профессия, профессия журналиста, это одна из немногих, скорее всего, профессий, где вот эта солидарность, она наиболее содержательно, наиболее четко и ощущается и проявляется. Это здорово, это радует, и эти вот традиции, они уже много лет сохраняются.
В докладе министра Александра Степановича Иванова прозвучало, что многие наши, на самом деле, печатные СМИ, которые сегодня наиболее, наверное, в тяжелом положении, сохранили, не только сохранили свои тиражи и даже увеличили. Мне было приятно то, что увеличили тиражи на это полугодие детские и юношеские наши издания, входящие издательский дом «Хыбар». Хотя сама газета «Хыбар» находится не в самом лучшем положении за эти 110 лет существования, 111 год. Но, вот то, что детские и юношеские даже идут с ростом, это говорит о том, что все-таки сохраняется преемственность поколений, сохраняется связь поколений. Все остальное мы должны, конечно, обязаны обеспечить. Еще не могу не заметить от себя просто то, что в свое время было принято абсолютно верное и волевое решение главой Чувашской Республики о создании организации учреждения национальной телерадиокомпании. Сегодня это или два брата, или две сестры, не могу сказать, не могу определить, да и не нужно этим заниматься, но, мне кажется, идет нормальная, хорошая конкурентная среда в развитии, мы это видим, насколько. И то, что сегодня уже детские студии представлены и пытаются создавать эту конкурентную среду, у нас уже очень много ведущих, впервые тут у нас их появилось не только 2, не только 4, уже 6 ведущих. Это тоже впервые. Спасибо вам за это, дорогие друзья. Давайте работать и дальше, помогая друг другу. И теперь позвольте мне от имени Государственного совета по поручению его председателя Юрия Алексеевича Попова тоже отметить некоторых наших коллег. Постановлением Президиума Государственного совета Чувашской Республики за многолетнюю плодотворную работу в области печати почетной грамотой Государственного совета Чувашской Республики награждается Татьяна Витальевна Кольцова, редактор отдела рекламы автономного учреждения Чувашской Республики, редакция Козловской районной газеты «Елау. Знамя». За многолетнюю плодотворную работу в средствах массовой информации почетной грамотой Государственного совета Чувашской Республики награждена Герасимова Алина Васильевна, редактор радиовещания автономного учреждения Чувашской Республики, национальная телерадиокомпания «Чуваши». Фотографии на память и, конечно, аплодисменты коллег и друзей зрительного зала. Дорогие друзья, благодаря вам люди узнают о событиях, которые происходят в России, в городах и селах нашей родной Чувашии. Вашим каждодневным трудом создаются газеты, журналы, книги, выпускаются новостные ленты, готовятся теле- и радиорепортажи, без которых невозможно представить современную жизнь. Слово предоставляется руководителю региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева в Чувашской Республике Николаю Станиславовичу Николаеву. Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые наши ветераны. Действительно, сегодня очень замечательный, праздничный, солнечный, настоящий зимний день. И мне очень приятно в этот двойной праздник, День российской и чувашской печати, стоять здесь на сцене, поздравлять вас, уважаемые коллеги, поскольку я искренне убежден, что действительно средства массовой информации – это еще одна структура власти, и от того, как вы преподнесете эту информацию, от того, как вы ее осветите, во многом зависит, будем ли мы смеяться, улыбаться, грустить. Но самое главное, вы заставляете людей мыслить, думать, и мне кажется, это очень важно. Безусловно, как было сказано, год 15 и 16, они были и будут еще достаточно интенсивны на различные политические мероприятия, события. Но мне искренне хочется поблагодарить вас за
ту поддержку, за то освещение, которое вы оказываете нашей региональной общественной приемной, депутатской деятельности, поскольку я убежден, что вот ваше освещение, ваши средства, ваши эмоции, они всегда передаются. Будь это с экрана или с полосы наших газет, или же с эфира радио, но тем не менее мы всегда получаем много откликов от жителей нашей республики, как положительных, так и отрицательных, но, наверное, в этом и заключается наша совместная общая работа. Еще от себя хочу сказать, что очень приятно бывать в различных городах нашей большой страны, и вот, будучи доктором, буквально в прошлом году на большой выставке в Санкт-Петербурге я открыл медицинскую литературу специальную и смотрю, читаю Чувашское книжное издательство. Вот огромное спасибо нашему Чувашскому книжному издательству за высококлассную, качественную продукцию и не только, скажем так, на чувашском языке, но и профильную, непрофильную. Действительно, наше издательство, оно славится, и мы прекрасно понимаем, что это усилие, это большой труд большого-большого коллектива. Уважаемые друзья, еще раз большое вам спасибо, с праздником, крепкого вам всем здоровья! За оперативное и объективное освещение общественно-политической и социально-экономической жизни Чувашской Республики и Российской Федерации, плодотворное сотрудничество и в честь профессиональных праздников Дней российской и чувашской печати, благодарственные письма Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» вручаются творческому коллективу ГТРК «Чувашия». На сцену приглашается директор Екатерина Анатольевна Конюка. Благодарственное письмо Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» вручается творческому коллективу автономного учреждения «Национальная телерадиокомпания Чувашии». На сцену приглашается директор Александр Николаевич Магарин. Также благодарственное письмо вручается творческому коллективу акционерного общества «Газета. Советская Чувашия». На сцену приглашается генеральный директор, главный редактор Владимир Львович Васильев. Благодарственное письмо вручается творческому коллективу акционерного общества «Издательский дом Грани». На сцену приглашается генеральный директор, главный редактор Наталья Витальевна Колыванова. Также благодарственные письма вручаются творческому коллективу автономного учреждения «Городская газета. Чебоксарские новости». На сцену приглашается директор, главный редактор Лариса Алексеевна Буланкина. За добросовестный труд, высокий профессионализм, плодотворное сотрудничество в честь профессиональных праздников Дней российской и чувашской печати, благодарственное письмо Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» вручается коллективу акционерного общества «Издательско-полиграфический комплекс Чувашия». На сцену приглашается генеральный директор Владимир Анатольевич Чемерев. Дорогие друзья, хочется, чтобы вы поддержали награжденных аплодисментами. Большое всем спасибо. Наша профессия одна из многих, где не бывает рутины. Мы всегда в гуще событий и важных процессов. Порой журналисту, чтобы выпустить материал, надо представить себя настоящим врачом, учителем, летчиком, шахтером, строителем. 2016 год в Чувашии был объявлен годом человека труда. Представляете, коллеги, какая работа нам предстоит? Сколько еще профессий придется освоить? Чтобы вдохновить вас на новые трудовые подвиги, сегодня эти аплодисменты, поздравления и выступления артистов. На сцене шоу-балет Golden Flash.
Маша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Разом мальчишечка родился, да в целом свете сирота. А на дворе ненастье, и на радость полюбилась мне девчонка красота. Вот горе несчастье, счастье, счастье, вот горе несчастье. Что ж ты, роса, вянешь без мороза, горькая осинушка, да без ветру шумишь. Эх, что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Я бы рад ходить почаще, да только нет моей вины. На дворе ненастье, на свидание не приходишь, а приходишь, так молчишь. Вот горе несчастье изболелось мое сердце. По тебе лишь по одной, вот горе несчастье. Что ж ты, роса, вянешь без мороза, горькая осинушка, да без ветру шумишь. Эй, что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Что ж ты, роза, вянешь без мороза, горькая осинушка, да без ветру шумишь. Что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Эх, что ж ты, роза, вянешь без мороза, горькая осинушка, да без ветру шумишь. Эх, досада моя ненагляда, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Все! Думала, нагадала, милого целовала, Марья краса, длинная коса. Зорька и все, что было молодцу, подарила карие глаза, слезы роса. Ой, глубока крыница, ой, холодна водица, девица, красавица. День над водою, под луной молодою, за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою, под луной молодою, за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. Ой, далеко-далеко, ой, высоко-высоко, там за горой, там за грудой. Счастье не разглядела, птицей улетела за облака. Время река, ой, глубока крыница, ой, холодна водица, девица, красавица. День над водою, под луной молодою, за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою, под луной молодою, за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. да пойду по свету, как за зимой в лето я за
Аплодисменты, это фолк-группа Дуняша Стайл. Дорогие друзья, сегодня в этом зале мы пишем новую страничку истории журналистики республики. Конечно же, красивым почерком свои имена в нее вписали те средства массовой информации, которые стали победителями престижных конкурсов, а некоторых из них хочется сказать отдельно. По версии Всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ «Регион-2015» в Чувашии работают лучшие теледокументалисты. Главный приз в номинации «Телевизионный документальный фильм» получила творческая группа, в составе которой президент фонда «С чего начинается Родина» Виталий Баев, специальный корреспондент телеканала «Россия-24» Чебоксары Валентина Поливцева и оператор национальной телерадиокомпании Чувашии Андрей Спиридонов. Не отстают от своих коллег и юные журналисты. В 2015 году детские телепроекты национальной телерадиокомпании Чувашии признаны победителями 10-го юбилейного фестиваля детского телевидения России «Включайся». Игровое шоу «На бум» удостоено звания лучшей программы в номинации «Выбор детского жюри», а передача «Акил Бубсер» в номинации «Мир новостей глазами детей». Кстати, уже второй год подряд. Эти проекты разработаны редактором телевидения национальной телерадиокомпании Чувашии Марией Шоклевой. Награды уже вручены героям этих больших побед, но мы все-таки просим их подняться на сцену. Мы хотим вас видеть и вас приветствовать. Бурные аплодисменты, друзья! Это очень высокие, имеющие большой вес в мире журналистики награды. Кстати, это не игра слов, вес бронзовой статуэтки Орфей действительно большой, 8,5 килограммов. Слово для поздравления предоставляется заместителю председателя Кабинета министров Чувашской Республики Алле Леонидовне Салаевой. Добрый день. Конечно, для меня большая ответственность чествовать сегодня победителей, поздравлять. И, наверное, символично, что Чувашия наша гордится победами, да, в разных номинациях. И сегодня о наших достижениях, о победах говорил и глава республики, и выступающие. Но в первую очередь, конечно, разрешите поприветствовать всех, кто сегодня в этом зале. Поздравить вас с вашим праздником. Абсолютное ощущение единой команды, где каждый переживает друг за друга, где все, мне кажется, родные люди. И вот это ощущение, уверенно, появилось у всех, кто сегодня пришел в филармонию. Сегодня в этом зале есть и министры, которые руководили министерствами на протяжении долгого времени, есть заместители министров, есть пресс-секретари, есть журналисты, которые сегодня работают в интернет-изданиях. И, конечно, глядя и встречаясь сегодня в ваши глаза, понимаешь, что сегодня в этом зале все те люди, которые неравнодушны к судьбе нашей республики, к судьбе города, неравнодушны к судьбам друг друга. И та забота, какой-то такой момент трогательности, он присутствовал, вот лично я через себя это все пропустила и ощутила. Поэтому, кроме журналистов, хочу поздравить всех людей с разными профессиями, которые сегодня собрал этот действительно очень значимый для нас праздник, День российской и чувашской печати. Ну и еще раз повторюсь, 8,5 килограмм я в руках, конечно, уже держала. И это впервые в истории нашей республики та самая знаковая победа. 2016 год, год кино, но для нас это год новых ярких проектов, которые войдут яркой страницей в историю журналистики, в историю ярких телевизионных проектов нашей республики и, безусловно, внесут в очередной раз весомый вклад с точки зрения значимости нашей республики в Российской Федерации. Спасибо большое и всех с профессиональным праздником.
За личный вклад в развитие средств массовой информации Чувашской Республики благодарственные письма заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики Аллы Леонидовны Салаевой вручаются Баеву Виталию Борисовичу, президенту фонда «С чего начинается Родина». Поливцевой Валентине Александровне, специальному корреспонденту телеканала «Россия-24» Чебоксары. Спиридонову Андрею Альбертовичу, начальнику службы телеоператоров Национальной телерадиокомпании Чувашии. И также благодарственное письмо вручается Шоклевой Марии Владимировне, редактору Национальной телерадиокомпании Чувашии. Друзья, давайте громкими аплодисментами мы поддержим наших коллег. Еще раз всем огромное спасибо. Мы вами гордимся. Вся республика гордится. Спасибо. У нас есть чем и кем гордиться. И как в начале нашего праздника спели дети, здесь важен и слышен каждый голос. Миллион голосов, и каждый особенный. Для вас поет редактор национального телевидения Чувашия, ведущая этого праздника Юлия Важенина. We are the world's people, different so when I see we believe in a dream, praying for peace and healing. I hope we can start again. We believe in a dream. So if you ever feel like it's fading, together like the stars in the sky, we can sing, we can shine. When you hear our voices call, you won't be alone anymore. Oh, a million voices. Your heart is like a building drum, burning brighter than the sun. A million voices. No way to world is listening from city and satellite. We believe in a dream. If you wanna feel like it's better, together like the stars in the sky, we can say, we can shine. When you hear our voices call, you won't be lonely anymore. Oh, a million voices. Your heart is like a building drum, burning brighter than the sun. Oh, a million
Спасибо большое, это Юлия Важенина. Быть журналистом значит быть человеком, целеустремленным, настойчивым, а еще общительным и отзывчивым. Все эти качества может объединить тебе журналист. А еще журналист – это очень активные и умные люди. Одна из особенностей данной профессии – это постоянное самосовершенствование и возможность самореализации. Именно такими самоотверженными, преданными до последней минуты своему делу людьми с большой буквы, они нам запомнятся навсегда. Давайте на миг затаим дыхание, прислушаемся к своим сердцам и вспомним тех, кого сейчас нет с нами. Их голоса всегда будут звучать в нашей душе. Призрачно все в этом мире бушующее, есть только миг, за него и держись, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует, вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот миг вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано, повстречатель беду еще, есть только миг, за него и держись, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь, называется жизнь, называется жизнь.
выступала танцевальная компания «Нота Джи». Итак, дорогие друзья, журналистика – это не просто профессия, это призвание, стиль жизни. Конечно, для того, чтобы быть журналистом, недостаточно уметь грамотно писать. Нужно иметь особый талант. Именно такого человека мы с огромным удовольствием приглашаем на сцену. Представитель Союза журналистов, директор Чувашского книжного издательства Валерий Петрович Комиссаров. Хизе плястешсем, пидеть журналистика ветеранизм. Сире пурнидебе, пиликшер ягын, синран драган, журналистсень Союза ядебе, вол адылдырыхинди тибызык организация зенденбри, творчество организации зенденбри. Паянги савынычлы кунядебе, Россия, тада чаваш пидедин кунядебе, чун деррень ошын саламладып, пулдарулы гызенде, малашнеде, шеденю хыщен шеденю тума ырлых сылых сунадып. Уважаемые коллеги, ветераны чувашской журналистики, печати, сегодня мы 42-й раз чествуем лауреатов журналистских премий. Именно в 1974 году была учреждена первая журналистская премия имени Семена Эльгера. А у истоков этой премии стояли известные тогда журналисты, председатель телерадиокомпании «Чувашия» Павел Афинагентович Крысин, редактор газеты «Коммунизм Ялаве» Демьян Филиппович Семенов, главный редактор, тогда не главный, редактор газеты «Советская Чувашия» Михаил Иванович Иванов. Михаил Иванович и Демьян Филиппович сегодня в нашем зале. И еще хотел бы добавить, еще ответственный секретарь Союза журналистов, он долгое время работал, Антип Николаевич Николаев, известный журналист-писатель. И за эти годы премия имени Эльгера стала самой престижной премией в нашей республике. И в этом году в конкурс было представлено более 100 работ 16 авторов. Но затем у нас появились другие премии. В честь известного журналиста появилась премия имени Ильина, Леонида Ильина. Это коллега, мы его прекрасно помним. И в 2004 году эта премия появилась. Затем у нас, а до этого еще появилась в 2002 году премия имени Никольского, основателя, первого редактора газеты «Хыбар». Мы уже сегодня говорили об этом. В этом году как раз 110-летие мы отмечаем. И за эти годы вот эти лауреатами этих престижных премий стали более 100 журналистов нашей республики. Среди них Юрий Князев, известный журналист, корреспондент ТАСС, Валентина Андреевна Иванова, вы ее прекрасно помните, Михаил Иванович Иванов, Лаврентий Васильевич Таллеров, Петр Кузьмич Андреев и многие-многие известные журналисты. Некоторые стали известными писателями, народными писателями, как Лаврентий Васильевич Таллеров. Многие-многие наши коллеги. Итак, сегодня мы чествуем новых лауреатов. Мы продолжаем торжественную церемонию награждения. Решением правления региональной общественной организации «Союз журналистов Чувашской Республики» республиканская журналистская премия имени Семена Эльгера присуждена
Леониду Викторовичу Никитину, корреспонденту акционерного общества «Газета Советская Чувашия», за освещение вопросов развития экономики и социальной сферы в газете «Советская Чувашия» в эфирах ГТРК «Чувашия» и национальной телерадиокомпании «Чувашия». Также премия присуждена Ивановой Ирине Владимировне, редактору отдела социальной жизни и образования газеты «Хабар», автономного учреждения Чувашской Республики издательский дом «Хабар» за освещение темы профилактики сиротства, повышения роли приемных семей в газете «Хабар». Мы продолжаем торжественное награждение. Республиканская журналистская премия имени Николая Никольского присуждена Владимиру Васильевичу Степанову, редактору журнала «Самант», автономного учреждения Чувашской Республики, издательский дом «Хабар» за цикл работ по вопросам сохранения самобытности чувашского народа. Республиканская журналистская премия имени Леонида Ильина присуждена Васильевой Надежде Вениаминовне, пресс-секретарю Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике за серию статей, посвященных экологической безопасности и охране окружающей среды, опубликованных в средствах массовой информации Чувашии. Большое спасибо. Дорогие друзья, еще раз с праздником. Друзья, коллеги, мы желаем вам объективности, остроты слова, свежести взглядов и, конечно, новизны идей. И несмотря на бурное развитие интернета, роста тиражей, новых читателей и поклонников, Особые слова поздравления, уважения и признания хочется адресовать журналистам-ветеранам, которые в течение многих лет плодотворно и самоотверженно трудились в средствах массовой информации Чувашской Республики. Сегодня виртуозы журналистики в зале. И для нас большая честь поздравлять вас с большой сцены. Артисты на сцене тоже мастерски владеют своим искусством. Получается, что мы находимся между виртуозами? Давай поскорее загадаем желание.
Дорогие друзья, настоящие виртуозы, музыканты, легендарный коллектив ансамбль «Севал». Встречайте, на сцене ансамбль «Сестель». Любимцы публики. Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа. Только песня остается с человеком. Песня верный друг твой навсегда. Через годы, через расстояния, на любой дороге, стороне любой, песни ты не скажешь «до свидания». Песня не прощается с тобой. Песня ты не скажешь «до свидания». Песня не прощается с тобой. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся авось медведи, вертится земля. Постучалась в двери, неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Сколько зим, сколько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Пароход белый-беленький, бьется дым над трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай. Ты печаль мою, палуба, раскали о причал. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. Эй! В молитвах ей заслышан голосов. Припомню я забытые свидания. Три жердочки, березовый мосток, на тихою речушкой без названия. Прошу тебя, час розовый, набой тихонько мне. Как дорог край березовый, малиновой заре. Как дорог край березовый, малиновой заре. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. И такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются.
свидание нам дождь отменит. Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром, гром не замечу. Если в дождь такой ждать ты будешь, значит любишь ты, значит любишь. Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром, не замечу. Если в дождь такой ждать ты будешь, значит любишь ты, значит любишь. Подожди, дожди, дожди, я оставил любовь позади, и теперь у меня впереди. Дожди, 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 подожди, дожди, дожди, я оставил любовь позади, и теперь у меня впереди. Дожди, дожди. Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза, и слова припомню все и снова повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю? Я каждый жест, каждый взгляд твой душе берегу. Твой голос в сердце моем звучит мне. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. Друзья, будьте с нами! Веселей! За рекою в непокое вишня расцвела, Словно снегом за рекою стежку замела. будто легкие метели мчались по весну, будто лебеди летели, обронили пух, будто лебеди летели, обронили пух. Любите, пока любится, Ревнуйте, пока ревнуется, страдайте, пока страдается, мечтайте, пока мечтается. Любите, пока любится, ревнуйте, пока ревнуется, страдайте, пока страдается, мечтайте, пока мечтается. Не могу представить, чтобы в жизни было без счастливых дней. Не могу поверить, что так близко берег у судьбы моей. Хочу, чтоб гром весенний был, и чтобы дождь прозрачный лил, чтобы полной чашей было счастье наше, и чтоб каждый говорил: я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Да, 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 я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Мы не верим, что бывает у любви короткий век, и время не подвластно, когда любовь с нами, друзья. Даже время отступает, если счастлив человек. С праздником вас, друзья! С днем печати! Если счастлив человек! Сто 10 лет чувашской журналистики. Большая дата, большая работа. Много достижений и побед. У нас действительно миллион голосов, и для нас очень важно услышать голоса тех, для кого мы работаем. А теперь давайте посмотрим и послушаем, что думают о нас.
Важно то, что пресса самое главное внимание уделяет простым людям. Приглашаем прессу, они никогда не отказываются, всегда приходят навстречу, разговаривают с жителями, жители очень довольные. Телевизор я смотрю редко, но местные каналы, местные информационные программы стараюсь смотреть регулярно, чтобы быть в курсе событий. У нас получилось так, что наш дом убрали из списка капитального ремонта. И капитальный ремонт не был проведен. Куда мы только не обращались, кому мы только не писали, ответ был отрицательный. И вот только благодаря вам, вашим репортажам, то есть дело сдвинулось с мертвой точки, и мы сделали капитальный ремонт в доме. Газета «Грань» городская газета. Там все новости, нашу жизнь города, все там описывается. Жизнь меняется. Я думаю, журналисты должны... Еще журналистам много было раскрыто всяких преступлений, поэтому сейчас, в сегодняшний день, журналисты делают свою работу правильно. И нужно говорить людям правду. Когда правду скажешь, жизнь будет легче. Сегодня все же большая часть населения, наверное, она верит печатному слову, если, может быть, даже там не так. И надо иметь в виду журналистам, что когда пишешь то или иное слово, надо ответственно подходить к тому, что пишешь. Наверное, желтая пресса пошла. Почему? Потому что иногда подчас журналисты сегодня то ли нагрузка на них возросла. Писать надо много. Ведь сегодня не секрет, что редакционные коллеги, редакционный состав многих изданий сегодня по сравнению с 80-ми годами он уполовинился или даже, может быть, даже сократился. И, естественно, возросла нагрузка на корреспондента, на журналиста. И в этих условиях, естественно, возрастает ответственность за каждое произнесенное слово. Füzet purnede hajat sirdagan seneye hajat bulagan seneye purnede salalnaşın yalada hajatda tostu bulmaca sinyeşini hajat ol böyle baladı layık yoldaş layık dost onda pişlerде görünsen numayı da bileydi. Чуваш пиджезем, телевидение, пурнер изир шершинче, тав туза шут тинчене, хавгаланза шеклер, хавар яйдырзине, шеклер шуле, шулден шуле. Ну что ж, мы сегодня вместе рассуждали на тему, что такое журналистика и кто такие журналисты. И, конечно же, узнали много интересного. Много пройдено, много сделано и много звезд разной величины сияет на небосклоне чувашской журналистики. Но что самое главное, глядя на вас, мы поняли, что у чувашской журналистики есть достойное продолжение. Маленькие, а уже звезды. На сцене наши друзья, юные корреспонденты и телеведущие, ученики детской телевизионной студии «Куча мала». Просто мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Все знаем движение, снимаем напряжение. Ай, будет круто, ай, будет круто, эй!
мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Все знаем движение, снимаем напряжение. Ай, будет круто, ай. Дорогие друзья, еще раз всех нас с праздником. День прожит не зря. И, конечно, фраза, которую заслужили все мы. Мы лучше всех. С праздником! Праздник не кончается. Мы говорим вам до свидания. До новых волнующих встреч. Спасибо. Спасибо всем. Праздником!